В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. В Якутии предупредили о возможных подтоплениях 4 сел. С 10 мая началось вскрытие реки Алекма. Волна ледохода движется в сторону Лены. Узнаем актуальную паводковую обстановку. В Верхоянском районе из-за пожаров отменят сезон охоты. Такое же решение может быть принято и в отношении Авино-Бытантайского района. В Алекминск прилетел герой России Дмитрий Куценко. Вместе с ним на родную землю прибыла его мама. Расскажем подробности визита. В Якутии предупредили о возможных подтоплениях 4 сел. С 10 мая началось вскрытие реки Алекма. Волна ледохода движется в сторону Лены. Возможен подъем уровня воды до критических отметок в селе Троицк Алекминского района. С 12 мая осуществляется выход волны вскрытия реки Алда на реку Лену. При возникновении заторов и подпорного явления в нижнем течении реки вода может выйти на пойму, создавая угрозу подтопления сел Черектей и Дыгдал Усть-Алданского района, а также Сыганах-Намского района. Тем временем ледоход на реке Вилюй-Редкий, заторов не наблюдается. Временные гидропосты установлены под селом Верхневилюйск и Хоро. Ежедневно, каждые 12 часов предоставляется информация о фактическом уровне воды. Также дежурные ДДС ведут круглосуточный мониторинг паводковой обстановки реки через систему видеонаблюдения в онлайн-режиме. Перевозка пассажиров и грузов через реку не прерывается, работают аэроглиссеры. 2 из них заключили договоры о предоставлении помощи в случае чрезвычайных ситуаций. По состоянию на 12.05, 25.09 часов под селом Верхневилюйск 698 сантиметров, критически 14 метров 50 сантиметров. Под селом Хоро уровень воды составляет 327 сантиметров, при критическом 9 метров 35 сантиметров. В ближайшие районы на 8 часов 30 минут 12 числа Сунтар ледоход, Нюрба-разводье, Вилюйск ледоход. В Усть-Алданском районе 10 мая одновременно начались ледоход на реке Алдан и 3 лесных пожара. По оперативным сводкам на реке наблюдается средний густой ледоход, а уровень воды ниже реки. Что по поводу пожара, все очаги ликвидированы, на борьбу со стихией работали 47 человек и 8 единиц техники. На реке Лени при этом лед стоит, подвижки ожидаются в ближайшие 2 суток. В чрезвычайной ситуации готовы модернизированные пункты временного размещения населения. Пункты временного размещения готовы. Нормативный правовой акт создан по постановлению номер 214. Организационная структура ПВР по схеме работает. До этого комиссия административного мы ездили и проверяли ПВР и ПВС. Тем временем Хангаласский район находится в ожидании ледохода на Лене за последние сутки. Здесь наблюдаются местные подвижки льда у сел Исид, Чкалов и Верхний Бестях. Эти подвижки связаны в том числе с ледоходом на боковых притоках Лены, реках Ботома и Синяя. По словам начальника службы спасения Якутии Иннокентия Андросова, движение льда с притоков эффективно подготовило русло Лены, что должно способствовать нормальному прохождению ледохода в Хангаласском районе. Тем временем основной ледоход на Лене сейчас проходит на 2 участках на территории Ленского и Алекминского районов. Разделится на 2 участка ледоход. Так, первый участок, основной ледоход проходит по Ленскому району, второй участок ледохода проходит по Алекминскому району. И в ближайшие сутки обе участка должны соединиться. При таком случае в ближайшие сутки ледоход пересечет территорию Хангаласского улуса. Хангаласский улус готов к принятию ледохода. В Верхоянском районе тем временем из-за пожаров отметят сезон охоты. За прошедшие выходные картина в Верхоянском районе не изменилась. Несанкционированные палы фиксируются в каждом населенном пункте. Их не становится меньше, несмотря на особый противопожарный режим, который предусматривает дополнительные требования к пожарной безопасности. С началом сезона охоты риски возникновения новых очагов повысились бы кратно. Такое же решение об отмене сезона охоты может быть принято и в отношении Авино-Бытантайского района, если ситуация там не выправится. В
В Якутии 184 семьям оказана материальная помощь на газификацию жилого дома, 1250 участников СВО и 2208 членов их семей прошли реабилитацию. 444 человека получили социальные услуги. Тем временем в Центре занятости населения за помощь в трудоустройстве обратились 766 человек, в том числе 287 участников СВО и 479 членов семей. Продолжается оказание санаторно-курортного лечения в республике на срок лечения 14 календарных дней. Предоставление осуществляется в виде денежной выплаты на санаторно-курортное лечение в санаториях-профилакториях, расположенных на территории республики, а также за пределами республики в санатории Бесчагда в Московской области в размере стоимости путевки на санаторно-курортное лечение, но не более 60 тысяч рублей. Или же по фактически произведенным расходам, а также в виде частичной оплаты или авансирования в размере 80%. В Алекминске неделю открыл прилет Героя России Дмитрия Куценко. Вместе с ним на родную Алекминскую землю прибыла его мама Татьяна Валентиновна. Надо отметить, что ранее семья, где родился герой, жила в Алекминске. Здесь же Дмитрий и его брат пошли в 1 класс и окончили школу. Тему продолжит Елена Фаст. Герои России, троекратное ура! Вот так Алекминск встретил героя России Дмитрия Куценко спустя более 2 десятков лет. Тогда юный Дмитрий с братом получили аттестат и уехали из города. Героями не рождаются, жизнь закалила парня. Военная служба никогда не была легкой, особенно после 2022 года. На данный момент обстановка в стране напряженная. Всем, кто ждет своих детей, сыновей, мужей с зоны специальной операции, надо продолжать верить, ждать. Победа будет за нами, однозначно. Для меня это было очень сложно. Я не могла себе найти место. Это для меня были такие тяжелые дни. У меня там и в семье были, родители очень сильно заболели. И вот 22-й год, он для меня был очень тяжелый. Я очень сильно переживала. Он порой подолгу не выходил на связь. И, очень тяжело было. Возложив цветы у постамента в порту, группа выехала в школу номер 2. Дмитрия встретили не только учащийся коллектив, но и его одноклассники. Дмитрий, чистый, открытый, всегда шел только с позитивными мыслями, идеями. То есть отличный друг, отличный одноклассник. Да, позитивные. Мы дружный класс были. Все всегда вместе, решали, гуляли. Гордость испытали все собравшиеся, от малышей до выпускников. У Артема это вторая звездная памятная встреча. Недавно приезжал еще один герой России Игорь Васильевич Рудин. Каждая встреча – это что-то особенное для меня. Каждый это человек, это действительно герой, заслуживающий уважения. И просто какие-то смешанные ощущения радости и восторга. В этот же день состоялась встреча с военно-патриотическим клубом «Альфа». Программа расписана по минутам. В Алекминске Дмитрий и его мама будут в течение 2 дней. Так как встретил город, это, конечно, я был восхищен очень сильно, потому что все-таки вступил столь долгое время на родную землю. Чувство, наверное, гордость, патриотизм, всего остального. Много ребят, кто уже в школе непосредственно подошел, тоже хотят связать свою службу, свою жизнь со службой. Елена Фаст, Алекминск. На днях в горном районе Бердикистякская школа имени Афанасия Осипова стала свидетелем значимого события. В рамках школьного проекта «Герой живет рядом» открылся стенд в честь героя уже нашего времени, ветерана боевых действий специальной военной операции Геннадия Алексеева. Открытие стенда стало знаковым событием, которое объединило участников, педагогов и участников СВО. Этот мемориал призван вдохновлять подрастающее поколение примером мужества, чести и верности долгу перед Родиной. Геннадий Анатольевич имеет следующие награды и знаки. Медаль за отвагу Луганской Народной Республики 3 марта 1924 года.
Государственные награды «Медаль за храбрость второй степени» указом президента Российской Федерации от 16 апреля 2024 года и от 10 февраля 2025 года. Нагрудный знак «Доброволец Донбасса» отправление Союза добровольцев Донбасса от 14 октября 2024 года. Минувший День Победы, как и в любой части нашей необъятной страны, стал самым важным событием в жизни Нюрбинского района, объединив народ вокруг общей истории и ценностей победоносного прошлого нашей страны. Не только 9 мая при этом отмечался великий праздник, мероприятия стартовали с 7 мая. О них по порядку материале наших корреспондентов. В преддверии Дня Победы в городе Нюрба состоялась ставшая традиционной торжественная церемония водружения символа Знамени Победы на здании администрации Нюрбинского района. Еще одним из важных и значимых событий в преддверии Дня Победы было шествие колонны Бессмертного полка, где приняли участие около 1000 жителей города Нюрба. И одним из трогательных моментов завершения дня было зажжение свечей памяти на площади Победы. 9 мая военизированные колонны учащихся школы и работников учреждений чеканным шагом прошли по центральным улицам города от площади Ленина до площади Победы. В числе участников парада также была колонна собаководов со своими питомцами. Праздничные мероприятия проходили по центральной площади Победы, собрав множество жителей города, несмотря на прохладную и дождливую погоду. Мы еще раз преклоняемся перед нашими ветеранами, и участниками специальной военной операции. Сегодня мы выразили отдельные слова благодарности нашим парням, которые сейчас воюют в зоне военных действий, потому что они по стопам своих дедов, прадедов, они показали себя достойными патриотами своего государства. Особое внимание привлекли почетные гости праздника – ветераны специальной военной операции. Их присутствие подчеркнуло преемственность поколений и значимость исторического события. И самыми важными гостями юбилейного мероприятия, несомненно, стали ветераны тыла и дети войны. Праздник вообще на душе, как говорится, песни гуляют. Все хорошо организовано. Празднование Великого Дня Победы продолжилось и 10 мая. День героев в Нюрбинском районе – это памятная дата, которая отмечается ежегодно. Она была утверждена главой Нюрбинского района. Кюнэ Антонова, Геннадий Матвеев, Нюрба. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.